На База ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Коротко о главном. Человеческие подходы, глубокое понимание контекста. Спикер парламента Алаш Ашуба встретился с послом России в Абхазии Вячеславом Гладковым. Глубокая история о людях, судьбах и одиночестве. В республике идут съемки нового полнометражного художественного фильма «Абхазское вино». «Я пришел» – ежегодный концерт Левана Тодуа 22 июля в Абхазской государственной филармонии. Встреча руководства Народного собрания с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации Вячеславом Гладковым прошла в парламенте Абхазии. Спикер Алаш Ашуба поздравил главу российской дипломатической миссии с началом работы в республике. Стороны обсудили развитие межпарламентского сотрудничества, ход реализации программы гармонизации законодательства, а также совместные гуманитарные и просветительские проекты. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Визит российского посла в законодательный орган республики обозначает переход от диалога в практическую плоскость. В стенах Народного собрания стороны перешли к обсуждению конкретных направлений работы. Парламентарии высоко оценили управленческий опыт Вячеслава Гладкова на прежних государственных постах и выразили уверенность, что его профессионализм придаст дополнительный импульс российско-абхазским отношениям. Много о вас рассказывали, что вы человек справедливый, честный, мужественный. Мы очень рады, что именно такой человек сегодня стал послом Российской Федерации в Республике Абхазия. Уверены в том, что все эти качества помогут вам в работе в качестве посла и, конечно же, будут приумножать и, дополнительно уровень российско-абхазских отношений, собственно, то, чем занимались все ваши предшественники. В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития межпарламентского взаимодействия. На сегодняшний день договорно-правовая база между Российской Федерацией и Республикой Абхазия насчитывает более 130 межправительственных и межведомственных соглашений. Продолжается плановая реализация программы по гармонизации законодательства двух государств. Вячеслав Гладков подчеркнул необходимость поддержания устойчивого диалога со всеми ветвями власти для эффективного применения принятых нормативно-правовых актов. Два направления, они для меня важны. Познакомиться, да, затем проговорить, услышать от вас, в чем на сегодняшний день, с вашей точки зрения, является наиболее актуальным, что мы должны поставить в первую очередь на повестку взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, выстроить план работы и начать поэтапно работать. Акцентировал свое внимание Вячеслав Гладков на вопросах сохранения общих исторических ценностей, а также патриотическом воспитании молодежи. Российская сторона выступила с инициативой расширения формата культурно-просветительских и гуманитарных проектов, направленных на укрепление связи между поколениями. 2 дня назад подошел мужчина, говорит, там отец воевал во время Великой Отечественной войны, вот, к сожалению, ушел, но не хватает вот этого общения, чтобы осталась гордость за победу в Великой войне. И привыкли всегда к очень активной обсуждению тематики Великой Отечественной войны. Ну, как мы с вами сформированы, в принципе, да? То есть наш... Конечно, мы все одинаковые. Вот. И у нас у всех дедушки, бабушки воевали. И он говорит, вот, может быть, подумаем, как нам вот сейчас, чтобы вот это, то, что у нас всегда, да, вот это общение нам передать нужно. Если у нас-то оно осталось, да, и его у нас уже не отнять, как нам его сохранить и развить уже у наших детей и внуков. Да, как с российской стороны, так и с абхазской. И мне кажется, мне так понравился этот вопрос, он чисто такой человеческий, да, правильный. И с очень большим глубоким смыслом, да, захода в будущее. Поэтому уверен, что и по этим вопросам, а их же механизмов много. Конечно. Встречи в школах, да, просмотры фильмов, на которых мы сами с вами выросли, книги,
Да. По словам Гладкова, реальную основу межгосударственных отношений составляют простые человеческие связи. Он подчеркнул, за официальным протоколом всегда стоят конкретные судьбы и взаимная поддержка. В качестве примера дипломат привел историю из Белгорода. Перед его отъездом в Абхазию обычная семейная пара из республики, продававшая фрукты на местном рынке, узнав посла, предложила ему свое жилье в Сухуме. По мнению главы российской дипмиссии, именно такая душевность и сопричастность объединяют народы Абхазии и России. Мы с женой покупали фрукты на рынке в Белгороде. Вот когда уже решение принято, уезжали, оказалось, что там люди, которые нам продавали из Абхазии, Ничего себе. да, Говорится. они начали переживать, говорят: Вячеслав Владимирович, давайте у нас там дом находится, мы вам дома дадим, будете у нас жить. Здесь уже подошел мужчина, говорит: Вячеслав Владимирович, мы жили там в 50-м, вы в 56-м доме по Белгородскому проспекту, мы жили в 50-м. И, значит, то есть, какая бы страна небольшая ни была Россия, каким бы независимыми ни были наша Российская Федерация, там, Республика Абхазия, народ, по большому счету, да, все близкие. Память о прошлом и переживание за будущее наших детей, оно точно нас объединяет. Вот хотелось бы, чтобы мы вот на самых таких простых, понятных вещах наше взаимодействие только усиливали. А когда мы будем решать простые вещи, да, мы будем потихонечку и разговаривать о сложном. Потому что там быстро принять решение все равно не нужно. Вот пообсуждать, посмотреть. Вот должна быть динамика. Во взаимоотношениях должен быть диалог, слава богу, что он есть. В Народном собрании подчеркнули, что подобный человеческий подход и глубокое понимание контекста задают правильный тон всей дальнейшей работе. Депутаты позитивно оценили первые шаги дипломата и его стремление к открытому обсуждению любых вопросов. Аккурат после процедуры вручения верительных грамот прошла встреча с политическими силами различными, в том числе и оппозиционными, и этот сигнал тоже был позитивно воспринят нашим обществом. Я думаю, что если мы будем выстраивать внутри, это и наша задача, прежде всего, здоровый диалог, я думаю, что много задач у нас совместно будет реализовано. Встреча в парламенте подтвердила, что основной вектор российско-абхазских отношений – укрепление межпарламентских связей, реализация совместных проектов будут строиться на основе взаимного уважения, доверия и конструктивного диалога. Марьяна Котова, Сасрыква Агухава, Абаза ТВ. Законопроект о внесении изменений в закон Республики о милиции обсудили, направленный в том числе на расширение перечня геральдических знаков в едином нормативно-правовом акте, рассмотрели в парламенте в ходе заседания Комитета по обороне и национальной безопасности под председательством Тимура Шергеля. Основным предметом нормативного регулирования представляемого проекта закона является законодательное закрепление в законе о милиции понятий геральдических знаков, эмблемы, флага и знамени Министерства, геральдических знаков его территориальных органов, образовательных учреждений, подразделений, а также личного штандарта министра внутренних дел Республики Абхазия. В обсуждении законопроекта приняли участие депутаты парламента и начальник УПО МВД Республики Батал Агарба. По итогам обсуждения члены комитета единогласно приняли решение вынести данный законопроект на заседание сессии Народного собрания для принятия в первом чтении. Первый рейс из Казани приземлился накануне в Сухумском аэропорту. Первый регулярный рейс, организованный авиакомпанией Norwind, прибыл в международный аэропорт Сухум имени Владислава Ардзенба. Сегодняшний день стал знаковым для нашей летней навигации. Мы благодарны авиакомпании Norwind за запуск новых направлений в Казань и Самару, а также за увеличение частоты рейсов в Екатеринбург. Это беспрецедентное расширение маршрутной сети, которое делает Абхазию максимально доступной для жителей Поволжья, Урала и соседних регионов, отметил гендиректор аэропорта Руслан Блиндюк. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, во вторник и воскресенье. Кроме того, компания Norwind начала осуществлять прямые рейсы из Сухума в Самару. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю, в среду и в воскресенье.
В Абхазии отразили масштабную кибератаку на государственные туристические сайты. Агентство правительственной связи Абхазии сообщило о масштабной серии кибератак, которым в последние дни подверглись государственные интернет-ресурсы и туристические порталы республики. По данным ведомства, злоумышленники использовали DDoS-атаки, а также предпринимали попытки взлома и подмены информации на отдельных сайтах. Мы столкнулись с профессионально подготовленной кибератакой, которая велась из нескольких географических точек одновременно. Основная цель злоумышленников – подорвать имидж государства, заявили в агентстве. В ведомстве отметили, что специалисты оперативно локализовали атаку, задействовали резервные мощности и усилили защиту инфраструктуры. Подчеркивается, что утечки персональных данных граждан и туристов не допущено, а большинство пострадавших ресурсов уже восстановили работу. Все критически важные ресурсы находятся в безопасности, подчеркнули в агентстве правительственной связи. Продолжаются рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением законодательства в сфере автомобильных пассажирских перевозок. Проверки проводятся совместно с Госавтоинспекцией и отделом по борьбе с экономическими преступлениями, сообщает Минэкономики. Рейдовые мероприятия осуществляются в отношении водителей автобусов, микроавтобусов и иных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. В ходе проверок особое внимание уделяется наличию у перевозчиков и водителей документов, обязательных для осуществления деятельности в соответствии с законодательством Абхазии в сфере автомобильных перевозок. В частности, проверяется наличие лицензий, идентификационных учетных карт водителей, путевых листов, а также всей необходимой документации, предусмотренной действующим законодательством. В ходе недавно проведенного рейда был выявлен ряд нарушений законодательства водителями автобусов и микроавтобусов. По каждому выявленному факту составлены соответствующие протоколы для дальнейшего рассмотрения и принятия мер. Возвращаясь к теме вокруг дома народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия, которая активно обсуждалась в конце прошлой недели и получила однозначную и жесткую реакцию со стороны администрации Гулрыбского района и, в частности, ее главы Саида Харазия. Накануне об этом написала также внучка народного поэта Татьяна Гулия в своем аккаунте в Facebook. Цитирую. Уже вчера вечером администрация Гулрыбского района сообщила, что угрозы захвата дома, где жил и скончался народный поэт Абхазии Дмитрий Гулия, не существует. И хочу выразить огромную благодарность главе администрации района Саиду Харази и его команде, руководству поселка Агудзера в лице Аслана Анкваб за молниеносную реакцию на произошедшее. Вопрос решен. Да, к сожалению, остатки дома уничтожены, но сохранен сам участок. Решили назвать произошедшее недоразумением. У каждого своя правда, но хочу сказать, что была поражена реакцией людей. Все общество было готово восстановить справедливость. Спасибо вам всем. Пусть все конфликты у нас решаются мирно и интеллигентно. А как увековечить память Дмитрия Гулия в Агудзерах, наша семья вместе с вами, конечно же, решит. Конец цитаты. Между тем, в абхазском сегменте Facebook продолжают активно обсуждать инцидент с так называемым недоразумением и задаются вопросом, исчерпан ли будет вопрос постом Татьяны Гулия или соответствующие органы примут необходимые меры, и прокуратура Абхазии внесет таки ясность в этот вопрос и точку поставят сами представители закона. Люди и даты. Первая абхазка-скульптор Марина Эшба родилась 102 года назад, 20 июля 1924 года. Ее отца арестовали в 1936 году по обвинению в шпионаже и создании контрреволюционных организаций и расстреляли. Жену Ефрема Марию с двумя дочерями отправили сажать хлопок в Казахстан. Позже им разрешили вернуться в Очимчиру. После школы Марина поступила в Тбилисский политех, но вскоре бросила его ради учебы в Московском институте декоративного и прикладного искусства. Работы Марины Эшба установлены не только в Абхазии, но и в России, Польше, хранятся в музеях и частных коллекциях. Марина Эшба скончалась в 2002 году. Она похоронена в Сухумском пантеоне. После выпуска новостей в нашем эфире проект Эльвира Арсалия «Память о мастере» из архива Абаза ТВ, посвященный Марине Эшба. Друзья однополчане, ветераны Отечественной войны народа Абхазии в эти дни вспоминают своего боевого товарища Гарри Мкановича Хашик, которому сегодня могло бы исполниться 70 лет. Смотрите репортаж о нем, подготовленный нашим коллегой с абхазского телевидения Дауром Инапшба в 2016 году.
Гудота район хапакытын беймкан хашыги ардаина пхайрын харирта срез зымдруа маджу папсна. Ария винатаджа аниаби рпатша апшвиги рпхайра зейт апсвара ишт нахва ацашпарыла. Апснужлар джинтула бебешрейналага мкан хашыги патша айдышлара пахцози а идеология би фронт порчиган. Гари хашыг хатала апсу артиллеристра аргух даланде башван гумстапия фронт акна. Юзсфере излыкымква икылкаан рхысрала аршақава арыдзақва нарыкзахан. Аяй раштахки гари хашыг ицумгын ахзыргара. Хабишиз рхапсад гилс хабиши. Ми бешиздге, их узбек таджик фир коим сап кокна акат порца апсар хатзал. Ак хатзар хапсад гилс хатзит хагла разик хатзит хоч порзик хатзит. Их апсар яши катре яй рику. Фракум зал. جبال دوي يا رصحر الدوي حبل رخاجز لشان داري رتر بريب خستحم با يزن خلي قادم بسخن بستن جزال غاري حشقي يبشم برس إيرينا لقوبي رخشارة يوجي أربرشي تبحي آجر بزي رتن أترال الشارة عمي يكورزي مكان حشقي أردا إينا بحي رزي إيرلا راعجز يسرزون غاري إيريني رخشارة أتا شيكشا أنحو يخرد ينحو ورتن خون خد جبالة غاري حشق دبدوخة خان أي بشريات زغوريه جباير خنا زغبزير والشورى خزغاري حشقي بستازا على دلت السنبان أي بشرا أفيتران أقوم شرز أميدال زنشاز غاري إمكاني فحشق سنبا إخطوان خنيوجاش بسا Продолжаем выпуск. Таможня не дала добро. Незадекларированные медикаменты изъяли в городе Гал. 16 июля сотрудники таможенного управления Гал в ходе профилактических мероприятий в городе осмотрели помещение гражданина Квиквискири. В результате проверки обнаружили и изъяли 1171 единицу лекарственных препаратов иностранного производства с маркировкой на грузинском языке, а также 386 шприцов и внутривенных катетеров без товаросопроводительных документов. Общая стоимость изъятого товара составила 129 920 рублей. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. В селе Губ Очимчирского района у стен древнего храма VI века, освященного во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, впервые за 100 лет состоялся водосвятный молебен. По благословению главы Абхазской православной церкви Иерея Виссариона Апля божественную литургию в Бедийском соборе и водосвятный молебен в селе Губ совершил священник Олег Шерстнев, благочинный города Тхварчал. По окончании молебна жители села Губ пригласили всех благочестивых паломников на торжественную трапезу. В Абхазии стартовали съемки нового полнометражного художественного фильма «Абхазское вино». Картину в жанре роуд-муви снимают по мотивам одноименного романа абазинского писателя Олега Этлухова. Производство ведет российская кинокомпания «Апостериори Филмс» под руководством продюсера Сабухи Мамедова и при финансовой поддержке Минкульта России. По замыслу режиссера-постановщика Инара Нормани это будет глубокая история о людях, судьбах и одиночестве. Первый съемочный день кинематографисты провели в селе Губ Очимчирского района. На месте событий работала и наша съемочная группа. Слово Зауру Кварчи. В селе Губ Очимчирского района стартовали съемки полнометражного художественного фильма «Абхазское вино». Картину снимает российская кинокомпания «Апостериори Филмс» при финансовой поддержке Министерства культуры России. В основе сюжета экранизация одноименного романа абазинского писателя Олега Этлухова. Идея перенести эту историю на экран появилась 2 года назад, и теперь после долгой подготовки интернациональная команда проекта приступила к работе. Тишина полная. Приготовились. Мотор, камера. Мотор идет, тишина, снаружи дома тоже. Фильм создают в жанре роуд-муви, кинопутешествия. По сюжету 2 героев Абазины отправляются на автомобиле из Черкесска в Абхазию. Для главной героини Алины это поездка к началу своей истории. Спустя 15 лет после окончания Отечественной войны народа Абхазии она едет на могилу матери. Сопровождает девушку Мурат, тоже ветеран тех событий. Режиссером-постановщиком картины выступает Инар Нормани, а креативным продюсером Наур Гармеля.
Создатели ленты подчеркивают, что они стремятся не просто использовать республику как красивый фон, а хотят рассказать местную историю силами абхазских специалистов. Идея возникла 2 года тому назад, идея экранизации, и сам автор обратился к нам, так как он считал, что эту историю должен снимать абхазский режиссер. И, собственно, Инар и есть абхазский режиссер. Это его полнометражный дебют. Группа по киношным меркам не самая большая. Ну, сейчас у нас, наверное, около 45 человек присутствуют на съемках. Только 2 актера из России, а все остальные актеры — это местные актеры из абхазского театра, русского. И просто интересные ребята. У нас такая задача была, чтобы все больше и больше вовлекать Абхазию, да, в съемочный процесс, чтобы здесь не просто площадка для съемок была, но в том числе мы могли делать абхазские истории с абхазскими специалистами. Одной из локаций первого съемочного дня стал обычный сельский дом. Здесь разворачивается важный эпизод с участием заслуженного артиста Абхазии Рауля Ковы. Он играет фронтового оператора, который в военные годы снимал добровольцев, прибывших на защиту республики. 15 лет эти бесценные хроники лежали в его доме, оставаясь невостребованными, но теперь пришло время открыть архивы. Все это как бы, да, мы проходили же, те, кто повзрослее, они все это помнят. И потому приятно, что люди взялись, да, хотя бы что-то там, чтобы не забылось, чтобы люди вспоминали обо всем этом. Вообще, честно говоря, я со вторым режиссером я уже работал. И каждый раз с нетерпением жду. Когда они соберутся, да, что-то работают. Я не знаю, мне все это нравится. И хочется пожелать больших успехов. Они молодые, наши ребята горят душой, хотят что-то хорошее сделать. А мы где-то если что-то можем, поддержим всегда. Поиск правды о судьбе близких становится основным испытанием для главной героини. Исполнительница этой роли Лана Авсарагова признается, что для нее проект стал дебютом в большом кино и серьезным профессиональным вызовом. Волнительно, конечно, очень, потому что опыт до этого был съемок, но не в такой, можно сказать, исторической роли достаточно. И есть понимание, что нужно много в этой теме разбираться, читать. Читала, да, я много всего об истории, вообще, о чем фильм снимается. Истории войны, я так понимаю. Да. О героине своей тоже думать очень много. Съемки абхазского вина продлятся до 15 августа и охватят разные районы Абхазии. Перед выходом на большие экраны картину ждет фестивальная история, а широкую премьеру создатели планируют на 2027 год. Заур Кварча, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Мастер-классы, работа в прямом эфире и мастерство интервьюирования для журналистов Абхазии проходят в конференц-зале бизнес-центра «Эверест». Спикер, ведущий Первого канала, лауреат премии города Москвы в области журналистики в 2018-м, кандидат политических наук, член Союза журналистов Москвы, актер театра и кино Никита Пименов. Мастер-класс начинался с разговора о работе в прямом эфире. Выставку картин Сергея Габелия «Абхазская увертюра» откроют в Сухуме. Торжественное открытие этой выставки состоится в Национальной картинной галерее 22 июля в 13:00. Ценители живописи впервые смогут увидеть самое полное собрание сохранившихся работ мастера. Выставка стала возможной благодаря семье Габелия, любезно предоставившей живописные полотна из частной коллекции. Большая часть работ творческого наследия художника пострадала или была утрачена во время пожара в Национальной картинной галерее в 2024-м. «Абхазская увертюра» — так называется центральная работа выставки, задавшая тон всей экспозиции. Картина объединяет ключевые темы творчества мастера: родную землю, историю, обычаи и скромную красоту человеческой жизни. На протяжении всей жизни автор неоднократно обращался и к теме махаджирства. На выставке зрители впервые увидят незавершенную монументальную монофигурную работу, передающую драматизм судеб людей, вынужденных покинуть родину. В
Центральной библиотеке имени Лермонтова 21 июля пройдет культурно-просветительская программа «День Абхазии». Организаторы подготовили для жителей и гостей города различные выставочные, литературные и музыкальные события. Торжественные мероприятия начнутся с церемонии возложения цветов к памятнику принцу Ольденбургскому. Основная программа продолжится в стенах библиотеки, где откроется уникальная выставка «История и культура Абхазии». В экспозицию вошли редкие материалы и фотографии из личных архивов абхазских семей, проживающих в Санкт-Петербурге. Важной частью вечера станет презентация альбома Лермонтов в абхазской литературе. В рамках презентации прозвучат произведения классика, а также будут продемонстрированы тематические видеосюжеты, записанные в республике. 4 представителя Абхазии стали полуфиналистами всероссийского конкурса «Быть, а не казаться». Ими стали Тенгиз Шанава, Руслана Гергидава, Саид Куланба и Даур Чанба. Они принимали участие в номинациях «Лидер-наставник» и «Опытный наставник». Всего в конкурсе было более 80 тысяч заявок из регионов России. По словам Саида Куланба, в полуфинале конкурсанты проходили очные испытания, собеседования, интервью с экспертами, командные кейсы, задания, где нужно было показать реальные наставнические качества. Попал ли кто-то из абхазской делегации в финал конкурса, будет известно в сентябре. Ежегодный концерт Левана Тодуа «Я пришел» пройдет в Государственной филармонии 22 июля. Часть собранных средств отправится на благотворительность. Известный шоумен, певец и телеведущий Леван Тодуа в эксклюзивном интервью абхазским СМИ поделился своими мыслями о благотворительности, любви к родине, смене имиджа и планах на будущее. Слово Алисия Адлиба. Благотворительный концерт Левана Тодуа «Я пришел» пройдет в Абхазской государственной филармонии 22 июля с песнями о любви, жизни и дружбе. В программе авторские хиты и премьеры, звездные дуэты, яркое сценическое шоу и живое общение с артистом. Леван признался, что не любит громко говорить о благотворительности. По его словам, часть средств от продажи билетов на его концерт традиционно уходит на помощь нуждающимся. В прошлом году они помогали Гудаутской районной больнице, в этом дому престарелых. Я не только в этом году благотворительный концерт, в Абхазии он третий, каждый год он благотворительный. Благотворительный имеется в виду люди, которые покупают билеты, часть денег после затрат идет на благотворительность. В предыдущие годы это была Чимчирская районная больница. И мне вообще не хочется о благотворительности так громко говорить, потому что это зов моей души, это состояние меня. Я так чувствую, если я могу какую-то маленькую лепту внести, что-то доброе сделать, первым долгом это мне приятно. Говоря о своей малой родине, Леван Тодуа заявил, что тема Абхазии всегда была для него ключевой. Он признался, что его любовь к родине – это не просто слова, а нечто, заложенное на генетическом уровне. Везде, где бы он ни выступал, на российских площадках или в СМИ, он всегда с гордостью говорит, что родился и вырос в солнечной Абхазии, которую называют страной души. Когда-то лет 20 тому назад, когда я начинал как фотомодель, как модель, я на неделе моды российской просил, чтобы мне разрешили выйти в абхазской национальной одежде. Во всем проявляется моя любовь. Я живу на 2 страны. Абхазия – это моя историческая родина. Я здесь вырос. Я помню, когда здесь шла война. Мне было 6 лет. Я помню все трудности, которые связаны с моей родиной. И человек, который не любит свою родину, он не может другую какую-то страну или другую нацию любить. Касаясь перемен в своем образе, Леван объяснил, что это было его личное желание. Артист подчеркнул, что никто его к этому не принуждал. Он признался, что длинные волосы ему просто надоели из-за постоянных укладок перед съемками и концертами. Однажды он проснулся и остриг волосы. Леван отметил, что чувствует себя абсолютно комфортно и гармонично с новым образом. Я почти 19 лет существую в творчестве, как телеведущий. Последние 5 лет я занимаюсь музыкой. Но я не профессиональный вокалист, понятно, что я профессиональный телеведущий. Но музыка в моей жизни есть. Честно вам скажу, большое количество аудитории, которые в соцсетях наблюдают, они подумали, что это какой-то самопиар. Ну, типа, когда я вот пришел, на лысо состриг свои, на мой взгляд, красивые патлы, волосы, люди сказали, ну, это какой-то пиар. Никогда в жизни, за свои 20 лет почти,
на телевидении, именно в шоу-бизнесе, никогда не делал искусственно никаких вещей для того, чтобы привлечь к себе или к своей персоне внимание. Ливан подчеркнул, что его семья не читает сплетен и слухов о нем. Он абстрагируется от негатива и призвал относиться к нему с уважением. Артист иронично заметил, что его не обязаны любить все, ведь он не 100-долларовая купюра. Главное, по его словам, любовь к сцене и профессии, которая для него выше любых пересудов. Я не пою песни такие, которые бы несли какой-то негатив или какую-то бессмысленную. Все мои песни — это состояние моей души, мои переживания, расставания, безответная любовь, дружба, как хотите. Но при этом я безмерно рад, что мою музыку любят и слушают. Я не буду делать то, что делает современная российская эстрада, в смысле там какие-то блогеры, какую-то такую музыку пошлую или слова пошлые. Хотя многие люди почему-то меня воспринимают, не зная мою душу, мою глубину. Я живу по всем традициям абхазским. Потому что меня воспитала мама, которая 30 лет в школе преподавала. Я не только о себе думаю, что вот я могу жить по меркам шоу-бизнеса. Поверьте мне, если бы я мог бы и не думал бы о своей стране, об Абхазии, о моей маме, которая здесь живет, брат, который мой в свое время за свободу Абхазии воевал, я бы мог бы жить по стандартам, по скандалам российского шоу-бизнеса. В завершении пресс-конференции Ливан Тодуа сказал, что его вдохновляет все доброе – природа Абхазии, море, красивые люди. Он упомянул, что в юности учился в медицинском колледже, где его учили состраданию, поэтому он не отвечает злом на зло и не обижается на хейтеров, считая злых людей душевно больными. Алиса Адлиба, Торни Камичба, Абаза ТВ. О спорте. Лошади Апсны Драгон и инкрустатор, принадлежащие абхазским коневладельцам Саиду Сакане и Юрию Хагуше, держали победу на скачках, прошедших 19 июля на Адыгейском республиканском ипподроме в рамках скакового дня, посвященного большому призу дерби Республики Адыгея. Как сообщает Госкомспорт, Апсны Драгон стал победителем скачки «Приз Критериум» на дистанции 1000 метров среди лошадей 2 лет и старше, показав лучшее время. В этой же скачке Апсны Мечта, также представлявшая коневладельца Саида Сакания, заняла 3-е место. Инкрустатор Юрия Хагуш финишировал первым в скачке «Приз города-героя Москвы» на дистанции 2400 метров среди лошадей 4 лет и старше. Его результат составил 2 минуты 36,5 секунд. Подведены итоги международного турнира по стрельбе из традиционного лука «Стрела Абадзеха Абхазия-Адыгея». В соревнованиях участвовали 34 спортсмена, включая 11 представителей Республики Адыгея. Участники соревновались в личном зачете в 3 дисциплинах – стрельбе на отходе и подходе, стрельбе на дальность, а также стрельбе с места, сообщает пресс-служба Госкомспорта. Сейчас о погоде. Во вторник, 21 июля, в Абхазии ночью и утром небольшая облачность, днем преимущественно ясная, жаркая погода, без осадков, с высоким уровнем индекса ультрафиолета. Атмосферное давление нестабильное, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 18 до 23, днем от 28 до 33 градусов. Температура морской воды 25 градусов, волнение морской воды умеренное, относительная влажность воздуха 70-90%. И на этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.